ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Что делать и кто виноват? Эти классические русские вопросы вызвал новый конкурс администрации на организацию пассажирских перевозок в Ухте. Избитая, но не теряющая своей актуальности тема вновь на устах у каждого. С городских маршрутов хотят снять «Газели». Многих пассажиров грядущая реформа радует. Прокатиться на полуразваленном микроавтобусе с лихачом за рулем давно известный и не самый любимый их аттракцион. Во-первых, они все не ухожены, эти «Газели», разваливаются. Может быть, уже в порядок приведут, конечно, наш транспорт, потому что небезопасно ездить на таком транспорте, это однозначно. Да, места будет больше. Есть места, нету, не видно, и заходить неудобно, особенно с детьми. Только вот чем те самые «Газели» заменить? Перевозчики хватаются за голову. Для них эта новость, мягко говоря, стала сюрпризом, причем не самым приятным. Предприниматели сетуют, в муниципальном конкурсе не участвуют машины вместимостью менее 18 мест и старше 2007 года выпуска. По некоторому мнению, под критерий не подходит 70% ухтинского автопарка пассажирских перевозок. А на замену этих машин у их владельцев мизерный срок – около месяца. Вся техника, все автобусы, которые ездят, даже новые, это все, говорю, купленные в кредиты. То есть это перевозчику надо будет идти в банк, брать суду на 3, 4, 5 лет, да, с там, ежемесячной выплатой. То есть прежде чем делать такую замену, перевозчику нужно быть уверенным в завтрашнем дне, что он не останется без работы. Но никто никому такой гарантии, конечно же, дать не может. Но и остается открытым целый ряд вопросов. Дело в том, что город небольшой, компактный. Тут его можно по периметру за 15 минут пройти. Мы и так народу почти не возим. Еще большие машины ставят. Ни к чему это. Этим они просто сокращают рабочие места, одним словом. А тех, у кого нет возможности купить большую машину, какая требуется по реформе, нет у людей возможности, грубо говоря. А им что делать, это большой вопрос просто у многих. Многие «Газели» надо заменить, так что они уже как бы вышли из строя. Но, вот, допустим, вот эта машина, ей 5 лет. Она еще рентабельна, она еще не прослужит. Мы ездим с интервалом 3, 5, пусть 7 минут. Поставят большие автобусы, будут ездить они 15-20 минут. Теперь выход из ситуации, по мнению все тех же перевозчиков, один – дать им больше времени и обновлять автопарк постепенно. Так и водители с кондукторами останутся при работе, и пассажирам не придется искать альтернативу передвижения по городу. Тем более на улице отнюдь не жарко. Но будет ли этот вариант реализован и что думают в администрации? Итоги конкурса должны объявить 11 ноября.